Парад Победы, бессмертный полк, выставка боевой техники, горы цветов и слезы на глазах. В Коми впервые с 2019 года День Победы прошел в традиционном формате. 9 мая сотни тысяч жителей республики вышли отдать дань последним свидетелям войны и почтить память тех, кого уже нет в живых. О праздновании Великого дня расскажет Дарья Вологжанина. 9 мая, 10 утра. Мемориал «Вечная слава». Сотни сыктывкарцев и первые лица республики собрались у Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто ковал победу в страшные 40-е. Именно отсюда 77 лет назад бойцы уходили на фронт. А сегодня здесь их потомки, с красными гвоздиками в руках и слезами на глазах. День Победы и радостный, и грустный одновременно. С фронта не вернулся каждый второй. Ежегодно уходит из жизни святое поколение участников Великой Отечественной. Сегодня в Коми их осталось всего полсотни. Удивили мужество и стойкость тех, кто еще в строю. Николай Афанасьевич Князев и Николай Акимович Рочев прошли в торжественной колонне от мемориала «Вечная слава» до Стефановской площади. Тем самым отдали дань памяти тем, кто бок о бок с ними защищал Отечество. Очень большой праздник. Этот праздник-то мы добились в течение 4 лет. В кармане. С армией 5,5 миллионов человек, которые были в Германии. Мы с ним, когда наших еще было не готовы к этому, и одновременно мы ее удержали, хотя далеко уже от границы. Вся страна поднялась на защиту Родины. Самая торжественная часть праздника на Стефановской площади – Парад Победы. Под звуки песни «Священная война» знаменосцы дали старт параду. В расчетах войска Национальной гвардии, МЧС, УФСИН, судебных приставов и юнармейцев. На трибунах все те, кто встретился глаза в глаза с ужасами войны. Такого торжества они, как и все жители республики, не видели уже 3 года. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! 77 лет назад наш народ одержал победу в самой страшной и жестокой войне 20-го столетия. Эта победа далась нам дорогой ценой. Миллионами жизней мы заплатили за свободу, за возможность жить под мирным небом. Республика Коми была далеко от линии фронта, но ее лучшие сыны и дочери встали на защиту Родины. А в составе коробок на Параде Победы в Ухте около 300 человек. Среди них и уникальный женский батальон. С 2015 года он неизменно в строю. Построение и чеканный шаг девушки готовили с февраля. Вступила с самого начала, когда только батальон у нас зарождался. А вступила потому, что у меня и бабушка, и дедушка ветераны войны. У меня, я не знаю, я про себя скажу, что каждый год комок в горле и слезы на глазах. Это правда. Гордость, дань памяти нашим родным и близким, тем, кто погиб, тем, кто сражался. Знаем, что очень много не только мужчин, но и девочек, женщин погибло. И на фронте, и в тылу. Ну, наверное, поэтому мы все здесь выстроились. В торжественный день не остались без поздравлений и те, кто не смог присутствовать на параде. Для ухтинки Евдокии Павловны Григорьевой, которой в этом году исполнилось 101 год, фронтовые песни артисты исполнили с борта так называемой полуторки – автомобиля «ГАЗ». На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат.
Песни о войне всегда будут напоминать нам о том, какой героический подвиг совершил советский народ в борьбе с фашизмом. Накануне 9 мая ансамбль «Осякыа» возле мемориала «Вечная слава» в столице Коми исполнил знаменитую песню «День Победы». Это видео стало, пожалуй, самым популярным из всех республиканских в сети интернет. Под звуки легендарных военных песен 9 мая в столице Коми от театра оперы и балета до кафедрального собора прошла колонна бессмертного полка. Сердце замирает от взгляда на портреты простых людей, которые сложили голову за мир. В этом году главное шествие страны поддержало 20 тысяч сыктывкарцев. В 2019 году было чуть ли не в 2 раза меньше – 12 тысяч человек. О том, какой ценой для его предков достался этот великий день – День Победы, рассказывал каждый. Дедушка и бабушка встретились на войне. Бабушка – фельдшер в сопровождении санитарного поезда. Дедушка – старший лейтенант Красной армии. Бабушка прошла войну, дедушка погиб. Капитан ветеринарной службы в Лепельском полку пехотном был. Гордимся, вышли с ним и думаем, что они тоже рады. Не за все, что происходит, за всех, за нас. К сожалению, дед погиб в начале войны, и причем он долго был без вести пропавший. И это когда открыли буквально сколько лет назад, 5, да, архивы, военные архивы, там мы его смогли найти. Всего в республике в бессмертном полку портреты своих героев пронесли 80 тысяч человек. Это Воркута, нескончаемый поток заполярных жителей. Только мимо трибун с ветеранами колонна проходила 40 минут. Замыкал шествие автопарад. В его составе прошли и военные машины. Нам будет память, когда о том, что в мире было. Побитые каски, гильзы от снарядов и саперные лопаты. Это уже тематическая площадка в Сыктывкаре. Организовали ее поисковики. Здесь же уникальный артефакт – медицинский чемоданчик девушки-санитара. Вскрыли воронку, в которой было 3 бойца Красной армии и, предположительно, медсестра. По-видимому, она туда стащила бойцов для оказания помощи, и там же их настигла смерть, да, и попали под минометный обстрел. К слову о технике. На выставке настоящий БТР, пожарные автомобили, Уралы и КАМАЗы, которые стоят на вооружении российской армии. Но были и раритеты ГАЗ-63, только что отреставрированный. Один из самых массовых военных грузовиков конца 40-х. Это модель 63-го года. Восстанавливалась она несколько месяцев упорного труда, прям не отходя от машины. Привезена она была из города Нижнекамск. Сами привозили, сами делали. Вот, и как раз вот за пару дней до праздника успели, чтобы показать, так скажем, историю детям, людям. Самым массовым мероприятием, как и всегда, оказался салют. К 9 вечера в Кировском парке столицы было не протолкнуться, хотя ближе к завершению дня на улице существенно похолодало. В этом году жителей и гостей Сыктывкара удивляли театрализованным шоу в память о них. Рок-музыканты исполнили известные военные песни. Музыку сопровождало зрелищное огненное шоу. А после ровно в 22 часа долгожданный салют. Он прогремел во всех городах и районах республики. В столице Коми он длился 7 минут. 262 залпа в память о тех, кто прошел войну и вернулся домой. И тех, кто ценой своей жизни спас нашу страну и весь мир от фашизма. Дарья Вологжанина, телеканал Юрган.